Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в выпуске. Создать условия для комфортного отдыха. Руководство страны обсудило готовность к курортному сезону. В преддверии Дня Победы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Сложный вопрос и всего минута на размышление. Брейн-ринг для учащихся столичных школ. Президент Аслан Бжаня провел расширенное совещание по вопросам подготовки к новому курортному сезону. Глава государства отметил, что в этом году предполагается большой поток туристов и необходимо создать условия, чтобы люди, которые отдохнут в Абхазии, имели желание приехать еще не раз. С докладом о ходе подготовки к курортному сезону выступил министр туризма Теймураз Хишба. По его информации, в Абхазии функционирует 450 объектов размещения, вместимость которых составляет порядка 25 тысяч койко-мест. Хишба отметил, что в этом году Абхазия вошла в топ-10 стран, самых востребованных для путешествий среди россиян. Также Хишба рассказал о планах Минтуризма, в том числе направленных на популяризацию абхазских курортов и развитие туристического бренда. Министр озвучил и существующие проблемы. Министр внутренних дел Дмитрий Дубар рассказал о планируемых мероприятиях по охране общественного порядка в предстоящий курортный сезон. С докладом об эпидемобстановке и мерах по противодействию коронавирусной инфекции в период туристического сезона выступили министр здравоохранения Тамас Цахнаки и главный санитарный врач страны Людмила Скорик. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицин рассказал о деятельности МЧС в курортный сезон. О мерах, предпринимаемых местными администрациями по подготовке к сезону, отчитались главы Сухума, Гагарского и Гудаутского районов. Подводя итоги встречи, президент Аслан Бжаня поручил руководителям профильных министерств и ведомств усилить работу по подготовке к туристическому сезону, снизить уровень преступности по сравнению с 2019 годом вдвое, а также усилить меры ответственности в отношении людей, занимающихся продажей некачественной продукции, в том числе на туристических объектах. Все рассчитываем на то, что сезон будет высоким, в том смысле, что будет большое количество гостей. Готовность ведомств, на мой взгляд, на этом этапе можно оценить на уровне удовлетворительном, но при этом расслабляться, конечно же, мы не будем. Хотел бы, как это делается в таких случаях, обратить внимание руководства Министерства внутренних дел на автотуристов с тем, чтобы автотуристы из Российской Федерации чувствовали себя здесь комфортно. А для того, чтобы в отношении них мы проявили некую терпимую лояльность. Это должно быть обосновано, имея какой-то материал или в случае грубых нарушений. Во всех остальных случаях просто так, для проверки документов, подчиненным своим, скажите, останавливать, беспокоить не стоит. Этого не нужно будет делать. Насколько это возможно, необходимо поддерживать инфраструктуру в надлежащем виде. Сферы здравоохранения необходимо вместе с правоохранителями обеспечивать постоянный контроль над качеством услуг, в том числе в местах общественного питания, чтобы там у нас не было больших проблем. Я рассчитываю на то, что вы с этой задачей справитесь. Спасибо большое, благодарю за внимание. Расширенный репортаж заседания по вопросам подготовки к новому курортному сезону смотрите сегодня в рубрике «Амшикшара Яцу». В Министерстве обороны Абхазии прошло торжественное собрание, посвященное 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника ветераны Второй мировой войны были награждены ведомственной медалью «25 лет Министерства обороны». Поздравляя ветеранов, министр Владимир Ану отметил, что подвиг и храбрость советских воинов никогда не будут забыты. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, товарищи солдаты, сержанты, старшины, офицеры и генералы, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы. День 9 мая 1945 года навсегда вписан в героический летопись нашей страны. Мы никогда не забудем подвиг народа-освободителя,
отстоявшуюся в боях независимость и цельность государства, право людей на мирную жизнь, на созидание и развитие. Это всенародный праздник, объединяющий все поколения наших граждан. В памяти потомков навсегда останутся самоотверженные и беззаветные служения Родине ветеранов Великой Отечественной войны. Уже в первые дни войны наши земляки сражались на фронтах Великой Отечественной, а экономика Абхазии перестраивалась на военный лад. Все для фронта, все для победы. И этот девиз на долгие 4 года определила жизнь миллионов людей. Сыны и дочери Абхазии, как и десятки миллионов жителей нашей единой тогда страны, гибли на фронтах войны, в партизанских отрядах, в оккупации от голода, холода и блокады. И все, кто находился в тылу, включая детей, своим самоотверженным трудом ковали победу. В годы суровых испытаний тысячи наших соотечественников вместе с многонациональным советским народом совершили великий подвиг. В Сухуми прошла генеральная репетиция торжественного шествия военнослужащих Министерства обороны и российской военной базы Южного военного округа и погрануправления ФСБ России в Абхазии, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. В ходе генеральной тренировки военнослужащие отработали навыки прохождения строевым шагом в составе сводных пеших колонн с оружием. В репетиции принял участие военный оркестр Южного военного округа, который в ходе праздничного шествия исполнит музыкальные композиции военных лет и современные военно-патриотические произведения. Всего 9 мая в торжественном марше пройдет 14 пеших сводных колонн. Планируется задействовать около 600 военнослужащих. Парадом командует первый заместитель министра обороны генерал-полковник Беслан Свижба. Военный парад принимает министр обороны Абхазии Владимир Ануа. В преддверии 76-й годовщины Победы в посольстве России в Абхазии прошел традиционный прием в честь ветеранов. На мероприятие в сопровождении родственников пришли 4 ветерана, живущие в Абхазии: Екатерина Синявская, Нонна Дорофеева, Ардавас Сильвян и Елена Вадзинская. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин сердечно поприветствовал их, отметив, что из-за пандемии мероприятие проводится в усеченном формате. Алексей Двинянин передал ветеранам персональные поздравления от президента России Владимира Путина. Хатырску Апсуа ветеранства. Дорогие друзья и товарищи, каждый год в эти майские дни мы отмечаем великую дату в истории. День Победы, день великого подвига наших отцов, дедов и прадедов. День скорби по тем, кто не вернулся с полей, погиб от голода в блокадном Ленинграде, заснул вечным сном у станков от истощения и переутомления в тылу. Параллельно с этим, как я уже отметил, сегодня мы ведем борьбу на медицинском фронте с коронавирусом, где, как вы знаете, России удалось достичь значительных успехов. Первая партия вакцины «Спутник Ви» уже поставлена в Республику Абхазия, и мы рассчитываем, что не за горами вторая и дальнейшие партии этой нужной вакцины с тем, чтобы оберечь население нашей братской и дружеской Республики Абхазия от распространения коронавируса. Конечно, прошло уже много лет со дня событий Великой Отечественной войны советского народа, но память о той войне не стерлась и, искренне надеюсь, не будет стерта никогда. Мы хорошо знаем цену той победы, помним о десятках миллионов погибших, искалеченных и пропавших без вести. Это по-прежнему своего рода двойной праздник со слезами на глазах. Это по-прежнему праздник, который мы будем помнить навеки. В нем навсегда слились величие и печаль, народная гордость и память. Дорогие наши фронтовики, ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти. Вы легендарные воины великой страны, благодаря которым мы все живы и стараемся по мере сил и возможностей заниматься созидательным трудом на развитие и Республики Абхазия, и Российской Федерации. Низкий вам поклон, вы этого заслужили. Хочу пожелать всем доброго здоровья, с предстоящим 9 мая, Днем Великой Победы. Ура!
В Государственном музее боевой славы имени Владислава Арзенба прошел интеллектуальный конкурс среди учащихся средних столичных школ «Брейн Ринг», посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В игре важно не только хорошо знать историю, но и уметь быстро отвечать на вопросы, насколько школьники справились с заданием и какая команда стала лучшей. В репортаже Гугуцы Вардания. Когда началась Великая Отечественная война, сколько сынов и дочерей Абхазии ушли на фронт? В какой битве произошло крупное поражение немецко-фашистских войск? Ответить на эти и другие вопросы из истории Второй мировой войны – главная задача участников Брейн-ринга. Назовите, когда и на каких перевалах Абхазии шли ожесточенные бои с гитлеровскими захватчиками? Марулский, Санчарский, Клухорский перевалы были заняты немецкими войсками. Частично ответ правильный. Даты можете назвать? С августа 1942 года по январь-февраль 1943 года. Совершенно верно. У команд только 1 минута на размышление, но этого времени, как выяснилось, еще в начале игры оказалось даже много. Учащиеся из 4-й, 3-й и 1-й столичных школ к интеллектуальному конкурсу, посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, подготовились на отлично. В игре важно не только хорошо знать историю, но и среагировать на вопрос вовремя. Команда, которая подняла флажок первой, имеет право на ответ. Но так как школьники очень хорошо подготовились к мероприятию, борьба развернулась нешуточная. Команды пришли поддержать их друзья и одноклассники. В военных формах с плакатами в руках каждый болел за своих. В состав членов комиссии вошли представители из Россотрудничества, сотрудники музея боевой славы, администрации города, историки. Судьям пришлось нелегко, ведь все команды показывали отличный результат. По итогам конкурса после тяжелой борьбы за кубок победителя первое место заняла команда 3-й столичной школы, 2-я – 1-я школа и 3-я – 4-я. По словам ребят, к мероприятию они готовились усердно. Это действительно достойная победа. Участники все были очень сильными. Это можно увидеть по количеству баллов, которые набрала и та, и другая команда. Ну, сегодня мы были сильнее, но соперники были действительно достойными. А вот ожидали, что вы сегодня выиграете? Мы на это рассчитывали. Мы готовы были к победе. Все команды, видно было, что были подготовлены. Вопросы были довольно-таки, то есть сложны для размышления, но мы, опять же, провели некоторую подготовку и успешно на них ответили. Долго готовились? Как? Нет, на самом деле, то есть подготовка к этому конкурсу там была около 2-3 дней. Мы просто повторяли аккумулированные знания наши за прошлые наши года обучения в школе. Ну, изучили, конечно, некоторые новые вопросы. Но, безусловно, то есть она была очень плодотворной подготовкой. Судьи высоко оценили подготовку команд, отметив, что знания были равны. Некоторые из участников просто не успевали поднимать флажок вовремя. Зачастую у нас уже был готов ответ заранее, но просто мы поднимали не своевременно, пораньше или наоборот попозже, после сигнала, который подавал этот человек. И поэтому ответ просто не мог засчитаться. После завершения Брейн-ринга в Музее боевой славы прошла акция «Георгиевская ленточка». Дети, которые пришли, если вы заметили, в формах, выйдя отсюда, они будут передавать дальше Георгиевскую ленту. Эта акция уже давно действует и в России, передана она сюда, и мы всегда участвуем в этой акции. Всем участникам конкурса были вручены кубки, медали и памятные подарки. Гугуца Вардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение. 9 мая в 10 часов утра состоится церемония возложения цветов к памятнику неизвестному солдату и митинг. В 11 часов здесь же пройдет торжественный марш парадных расчетов. Кроме того, 9 мая в Сухуми пройдет международная акция «Бессмертный полк» и велопробег «Спасибо за победу». Сбор участников бессмертного полка с 9 часов утра на площади Свободы. Движение колонны начнется в 10 часов. Велопробег «Спасибо за победу» стартует в 14 часов от Дома Москвы. План мероприятий на 9 мая обсуждался на совещании у мэра Сухума. Основные мероприятия проводит Управление культуры столичной администрации. Подготовлены видеоролики для трансляции в СМИ, проекты, интересные истории, видео, рассказы о судьбах фронтовиков. Кроме того, в парке около памятника неизвестному солдату будет открыта полевая кухня, где все желающие смогут отведать солдатской каши и поднять фронтовые 100 грамм. Все подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации.
как, вот так. Не остановит. Глава администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, на котором обсуждался план предстоящих мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. На совещании у мэра, управления и департамента столичной администрации проинформировали о готовности к мероприятиям 9 мая. Беслан Эшба провел своего рода генеральный прогон предстоящих мероприятий, уточнял каждую деталь, чтобы День Победы для ветеранов и всех участников праздничного события прошел комфортно и без непредвиденных обстоятельств. Основные мероприятия проводит Управление культуры столичной администрации. Подготовлены видеоролики для трансляции в СМИ, проект «Интересные истории», видеорассказ о судьбах фронтовиков. 9 мая с 10 утра до 11 часов пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику неизвестному солдату на набережной Махаджиров, по окончании которого там же состоится митинг. Затем парадные расчеты пройдут торжественным маршем по набережной Махаджиров. Также на набережной от Дема в сторону маяка пройдет бессмертный полк. Глава города Беслан Эшба поручил управляющей делами администрации Сухума Ирине Шоне с волонтерами проследить, чтобы все участники памятного шествия были в масках и соблюдали дистанцию. Маски бесплатно будут розданы участникам бессмертного полка. В парке около памятника неизвестному солдату будет открыта полевая кухня, где все желающие смогут отведать солдатской каши и поднять фронтовые 100 грамм. На совещании уточнили, что запланированный на 9 мая концерт с участием детских коллективов школ искусств и выставка работ учащихся детской художественной школы пройдут 8 марта в парке имени Баграта Шинква с 13 до 15 часов. Там же будет организована развлекательная программа с участием аниматоров для детей. Амрамич Бадавидавицпа, пресс-служба администрации города Сухум. 9 мая в 17 часов в Абхазской государственной филармонии состоится показ художественного фильма «Пункт пропуска». Картина основана на реальных событиях похищения службой безопасности Украины 2 военнослужащих Черноморского флота России. Около 3 лет парни провели в плену, были осуждены на 13 и 14 лет лишения свободы. Однако в результате усилий государства были возвращены на родину. Премьера фильма состоялась в Большом зале Центрального дома кино в Москве 18 марта, 7-летнюю годовщину возвращения Крыма и Севастополя в состав России. 8 апреля кино было показано в Донецке и получило высокую оценку зрителей. Российский прокат фильма запланирован с 20 мая 2021 года. Сначала в кинотеатрах страны, а затем и на всех цифровых площадках. На премьерный показ «Пункт пропуска» в Сухум приедут создатели фильма, а также актеры, сыгравшие главные роли. Вход свободный. В Ачимчире состоялась встреча исполняющего обязанности главы районной администрации Беслана Бигвава с каратистами Ачимчирской спортшколы и тренером Зурабом Мурадяном. Юные спортсмены стали обладателями призовых мест международного турнира по карате «Кёкусинкай», проходившего в городе Герои Волгограде. Беслан Бигвава наградил победителей соревнований и их тренера почетными грамотами. Пожелав юным спортсменам успехов и дальнейших побед, Беслан Бигвава отметил, что руководство района будет всячески поддерживать развитие данного вида спорта. Поздравить наших чемпионов, которые не подвели ни район, ни город, показали мастерство и большой класс. И тем самым мы, когда воспитываем таких спортсменов, то, что касается спортсменов, ученых, это, конечно, в первую очередь превозносит наш город, показывает, что есть такой город Очамчира. От кого мы еще можем это услышать? Только от туристов. А когда в другой стране, в других городах слышат, что чемпионы, победители есть из такого маленького городка, как Очамчира, мы все очень рады. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в субботу 8 мая в Абхазии ожидается по-летнему теплая погода, без осадков. В воскресенье 9 мая погода значительно ухудшится. Ожидается умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой. Местами возможен град. Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.